Выпуская на волю в Йеллоустонском парке 14 волков в 1995 году, ученые даже не догадывались, что эти животные поменяют экосистему заповедника. В парке Йеллоустона не было крупных хищников в течение 70 лет, и настоящими хозяевами в нем стали олени. Они свободно размножались и нанесли почти непоправимый урон флоре заповедника. Все попытки людей взять под контроль их популяцию успеха не имели. 14 волков не могли истребить всех оленей, но их присутствие заставило оленей избегать многих участков парка для своих пастбищ. И на этих местах стала восстанавливаться растительность. На протяжении 6 лет число деревьев возросло в 5 раз. В парке поселились бобры, строящие плотины и грызущие деревья. В заводях появились утки, рыба и ондатры. Волки потеснили шакалов, и это привело к увеличению популяции мышей и зайцев, а вслед за ними в парке появились и ястребы, лисицы и хорьки. В Йеллоустонский заповедник пришли медведи. Они стали питаться волчьими объедками и ягодами, которых теперь в парке было в избытке. Но самое удивительное – то, что волки изменили поведение рек. Их русла стабилизировались и выпрямились, эрозия берегов уменьшилась. Сокращение популяции оленей повлекло взрывной рост травы и деревьев на берегу, что и привело к укреплению берегов. Изменилась география Йеллоустонского парка. И все это сделали всего 14 волков.